Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Біздің бүгінгі тікелей эфирімізге қош келдіңіздер. Шын мәнінде адамзаттың, халқымыздың басына бұл індеттің жөні бөлек, бәрімізге де мәлім. Қазіргі жағдай осы қиындықтан Алла қаласа бәрімізде шығайық. Алла тағала бәрімізге жеңілдік берсін. Әрине, міндетті түрде осы кезде үйде отыру керек, тәртіпті болу керек, әрдайым да тазалық сақтау керек. Енді шын мәнінде біз біргеміз, бәріміз. Басымыз аман, еліміз тыныш болсын. Жақсы күндер көп болсын алдымызда. Бүгінгі концерттің бір себебі әрине осы онлайн концерттің бір ерекшелігі, осылай тікелей эфирде сізбен біз сияқты, сенмен мен сияқты бір сырласу секілді. Өзім үшін, тек қана мен үшін емес, өйткені бүгін өзімнің қасымда өзімнің әріптестерім де болады, достарым да болады. Мүмкіндік болса, осы сәтте осы карантиннің кезінде осындай онлайн концертті ұйымдастыру комитетіне әрине біріншіден Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне, оның ішінде Райымқұлова Ақтоты Рахметолла қызына өзіміздің алғысымызды білдіреміз әрқашанда. Одан кейін Қазақконцерт ұжымына және әрине Қазақтелеком компаниясына. Енді мен көп сөйлемей-ақ қояйын, өйткені өзімнің сондай бір ниетім бүгінгі осы өзімнің кішкентай болса да бір шығармашылық жолымды көрсету. Тағы да басқа әндер болады, тағы да басқа қонақтарымыз болады қасымда. Ал енді мүмкіндік болса, рұқсат болса, келесі әнімді сізге орындап берейін. Ол әннің аты «Сүйемін». Бұл ән осы 3-4 жыл бұрын шыққан ән. Арнайы «Брат или брак» деген кинофильмге саундтрек болған. Енді махаббат деген ол өте бір маңызды зат өмірімізде. Анаға деген махаббат, табиғатқа деген махаббат, елге деген махаббат. Бірақ әрине өзінің сүйіктіне, өзінің жарына, немесе сүйіп жүрген қызы болсын, келіншек болсын, әйел затына сүю ол ылғи жалпы бөлек зат. Сондықтан рұқсат болса, қазір «Сүйемін» деген әнді сізге орындап берейін. Кішкентай осындай бір шпаргалкаларымыз болады, әрине. Өйткені мен өз-өзімді әнші деп санамаймын да. Әншілікке оқымадық, бірақ мүмкіндік болса, сізге сол әнді орындап берейін. Айта алмай ашылы сөзімді, білдірмей жасыры сезімді, армандап аңсаумен өзіңді, бір өзіңді.
көзіңе қаратып көзімді, тыңдамай таусылған төзімді, сырлары ашатын кезім бұл жүрегімнің. Сүйемін, сүйемін, тек саған ғашық жаным. Білемін, мен үшін жаралдым, білемін. Сүйемін, сүйемін, жетеді жасырғаным. Тек сенде соғады бұрыннан жүрегім. Жауапсыз кетсең де сен мейлі, мендегі махаббат сөнбейді. Өзіңсіз арманның аралын табамын ба? Мен сенсіз бақытқа сенбеймін, мен сені жоғалтқым келмейді. Бақыттың бейнесі бар сенің жанарыңда. Сүйемін, сүйемін, тек саған ғашық жаным. Білемін, мен үшін жаралдың, білемін. Сүйемін, сүйемін, жетеді жасырғаным. Тек сенде соғады бұрыннан жүрегім. Сүйемін, сүйемін, тек саған ғашық жаным. Білемін, мен үшін жаралдың, білемін. Ла-ла-ла-ла, сүйемін, сүйемін, жетеді жасырғаным. Тек сенде соғады бұрыннан жүрегім. Рахмет. Әр адамның махаббаты мәңгілік болсын. Келесі өлең, оның өлеңде тарих бір бөлек тарих. Әр өлең әрине сол бір сәттерден шығады. Бұл ән әрине махаббат туралы, жалпы әйел заты туралы. Бұл әннің нағыз мағынасы әр әйел бақыт үшін жаралған деген мағына, деген сөздер. Эта песня была написана мною лет 15 назад. Как-то я помню, что я ее мелодию ко мне пришла, ехав в такси, и я приехал домой и сразу же, как помню, позвонил к нашему брату, другу, гениальному человеку, человек, который является, для меня он на самом деле является композитором number one на нашей эстраде, не только на нашей эстраде. Гениальнейший человек, человек очень доброй души, наш друг и брат Еркеш Шакеев. Я позвонил к Еркешу и попросил Еркеш-ага написать текст на данную композицию. Приехав к нему домой, это было очень поздно, мы налили чай.
И вы знаете, когда вот говорят, приходит вдохновение, и сразу что-то рождается. Я до сих пор вот нахожусь в каком-то таком шоке, когда вспоминаю эту историю, потому что Иркеш написал слова для этой песни очень быстро. Это было, наверное, максимум полчаса. И через полчаса он мне отдает этот листок и говорит: вот текст готов. И когда я прочел этот текст, я стал понимать очень важную вещь, как сказал мне Иркеш. Он сказал одну очень важную вещь, что любая женщина, заметь, любая женщина планеты рождена для счастья и обязана быть счастливой. Песня так и называется «Женщина». Песня о наших дорогих, о тех самых мгновениях, когда мы должны, как мужчины, понимать, для чего есть это понятие счастья. Ибо женщина рождена для счастья. Бог разделил нас на два этажа. Слабый уйдет, сильный придет. Женщина плачет, мужчина поймет. Все в этом мире надеждой живет. Бог разделил нас и верил, что мы счастье в пути можем найти. Если нам больно друг друга терять, это любовь ее не отнять. Женщина от боли не плачет, женщина обиду не спрячет, женщина для счастья рождена. Женщине себя посвящая, помните, что все обещания женщина запомнит навсегда. Всегда. Где-то в дороге мечту обокрал, где-то в пути ее не узнал. Может быть, снова ее не догнал, значит, навеки любовь потерял. Женщина от боли не плачет, женщина обиду не спрячет, женщина для счастья рождена. Женщине себя посвящая, помните, мужчины, что все обещания женщина запомнит навсегда. Всегда. От боли не плачет, женщина обиду не спрячет, женщина для счастья рождена. Женщине себя посвящая, помните, что все обещания женщина запомнит навсегда. Женщина от боли не плачет, женщина обиду не спрячет, женщина для счастья рождена.
женщине себя посвящая. Помните, что все обещания женщина запомнит навсегда. Всегда. Пусть каждая женщина планеты будет самой-самой счастливой. Спасибо большое. Знаете, так не хватает какого-то вот какой-то такой энергетики, которая могла бы вот поселиться вот в моей душе именно в этот момент, потому что я понимаю, что каждый сейчас думает о своем здоровье, каждый сейчас думает об этих невзгодах, которые вот пришли, об этих не очень приятных днях для нас. Но я знаю одно точно, и все мы знаем, что любовь всегда побеждает. Поэтому любите, дорожите, цените друг друга, особенно в такие сложные периоды. Это обязательно пройдет. Я знаю, что мы все выйдем из этого состояния, и все выйдем с каким-то таким новым позитивом, и, наверное, совсем, пусть небольшой, но новым дыханием, потому что эта пауза всегда говорит о каких-то... Вот во время этой паузы, наверное, все-таки охота задуматься о чем-то. Я думаю, что как раз-таки пришло время задуматься о том, чтобы беречь наших родных и беречь наших близких. Снова я возвращусь к своим шпаргалкам, потому что иногда забываю текст, поэтому я прошу прощения. Келесі әннің аты бұл ән аты да оп-оңай. Әнде оңай жатталатын ән. Бұл әнді мен 2001 жылда жазған. Сол әнге өзім бейнеклип түсіргенмін. Бұл ән сондай бір ерекше бағаланған, халық әлімге шейін сол есімде. Мен сол әнмен бір гастролдік сапармен болған кезде өзімнің репертуарымда сол 3-4 ән болған. Сол кезде осы ән танымал болған кезде жастардың арасында әсіресе мен шынында маған өте бір өзіме бір сондай бір өте ыстық сәттер есімде әрқашанда. Өйткені әр әннің өзінің тағы да айтып кеткен тарихы бар. Әр әннің өзінің тыңдарманы бар. Бірақ бұл ән өзім үшін бір ерекше ән. Өйткені ол осы әндетіп бастаған кезде мен осы әнді бірінші етіп жазған. Ешқашан ойлай бермеңдер, бәрі де жақсы болады. Еске алып айлы түндерді, өкінбе сен өткен күндерге. Өкпелеме, сөкпе мені, жанарыңда мұңды аяулы, кездескенде көріп аяды. Ойлай берме, қасымдамын, ойлай берме мені, ойлай берме жаным, ойлай берме мені, ойлай берме жаным, ойлай берме мені.
берме. Қайырмасы өте оп-оңай. Бақытымын қазір басқаның, алыстады менің арманым. Ойлай берме, мен басқамын. Сүйем сені төзем бәріне, күтіп жүрсің сен де мені де. Ойлай берме, мен басқамын. Ойлай берме, мені ойлай берме, жаным, ойлай берме, мені ойлай берме, жаным, ойлай берме, мені ойлай берме, жаным, ойлай берме, Енді осы сәтте тоқтамастан тағы бір ән. Бұл әнді мен кішкентай кезімде жазған, жасым ол кезде 12-де болған, мектеп кезінде. Одан кейін 10 жылдан кейін өте 10 жыл өткеннен кейін бұл ән танымал болды. Бұл әннің аты Аяла, орындаған оны Мақпал Исабекова. Оны сіздер бәріңіз де білесіз. Осы әнді мен 12 жасымда жазған кезде мен сонда ойламаппын. 10 жылдан кейін ол сондай бір танымал болып қалатынын. Саған қолым жете ме, айтсам сөзім етеңе. Болсам жаққа етелеп деп ойлаймын. Көріп алдым басыңды, көңіл күйі ашылды. Бір өзіңдей асылды деп ойлаймын. Аяла мені, қарап жүрмін жолына. Бағала мені, шағала мені, қондыршы тез қолыма. Аяла мені, қарап жүрмін жолына. Бағала мені, шағала мені, қондыршы тез қолыма. Көңіл бөлші азғана, жас жүректі жастама. Алданбашы басқаға жалынамын. Өмірімнің алауы, көңілімнің қалауы. Бір сен ғана аяулы, жаным әнім. Аяла мені, қарап жүрмін жолына. Бағала мені, шағала мені, қондыршы тез қолыма. Аяла мені, қарап жүрмін жолына. Бағала мені, шағала мені, қондыршы тез қолыма. Бір-біріңді аялап жүріңдер, ағайын. Рахмет. Осындай бір экспром секілді, кішкентай бір өзіміздің бір акустик бір концерт. Әндерді бір ойлаған кезде қандай ән айтайын, мен өйткені шынында бір өз-өзімді әнші деп
есептемеймін, тағы да бір айтып кететінім. Бірақ жүрегімдегі әндер, осы шығарған әндер мәңгі жүрегімде, мәңгі ойымда жүреді. Сондықтан осылай экспромт ретінде орындап бердім сізге. Көптеген әндерді айтуға болады тағы, бірақ қазір мүмкіндік болса, осы біздің студиямызға арнайы қонақ, өзімнің бауырым, інім, өте талантты музыкант, өте талантты әнші, көптеген фестивальдің жүлдегері. Бұл жігіт өте бір сондай бір нәзік жігіт, біріншіден. Екіншіден, енді мынау айтады ғой, өте бір творческий адам деп. Өйткені әнші болу бір бөлек, бірақ сондай бір творческий болу жалпы мынау әр адамның шығармашылық жолы енді әртүрлі, бірақ бұл жігітті мен өте сыйлаймын, қадірлеймін. Оның дауысына да тәнтімін. Қош келдің. Батыржан Тазабеков алдыңызда. Қайырлы кеш. Джигитс деген топты есіңізде болар. Сол топтың әйгілі мүшесі. Енді Батыржан екеуміз бірнеше әндерді орындап берерміз сізге. Қазіргі орындайтын ән Қайдасың? Қайдасың әні, Шәмші атамыздың әні. Қабыл алыңыздар. Сол бір кез есімде жағасы болақтың айлы жаз кешінде сырласқан ұзақтың сүйкімді бейнеңді жүректе сақтадым арманым сол жерден сен едің тапқаным сүйкімді бейнеңді жүректе сақтадым арманым сол жерден сен едің тапқаным тағы да сол жерге оралдым қайтадан әлі тұр гүлдерде самал жел шайқаған қол бұлғап бейнеңді тауда тұр аңсаған сен жоқсың бірақ та қайдасың қалғажан қол бұлғап жырақта тауда тұр аңсаған сен жоқсың бірақ та қайдасың қалғажан көруге жаралған сен бейне айнасың өзіңсіз таба алман сағыныш айласын көрініші көңілге қуаныш жайласын аңсадым жүзіңді қалғатай қайдасың көрініші көңілге қуаныш жайласын
аңсадым жүзіңді қалқатай қайдасың көп рахмет. Осындай әндер көп болсын халқымызда. Ұлы Кішкене Шәмші қобалжып атамыздың әні. Батыржан қалың қалай? Бәрі жақсы, рахмет. Кішкене бір қобалжу бар сияқты сен. Иә, бар. Ең басында болады ғой енді. Иә. Онсыз болмайды. Онсыз Ал енді болмайды. я хочу поздороваться. Да, конечно. Можно, да? Енді Батыр. қайырлы кеш, қазақстандықтар. Басында Ринат ағамыз қазақша тілінде айтып кеткен. Енді мен орысша амандасайын. Добрый вечер, дорогие казахстанцы. И в этот, сейчас говорят, нелегкий период. Сейчас говорят, я сам это тоже ощущаю. И перед тем, как сказать эту речь, я все думал, как сказать, что сказать. Говори, как у Вот. тебя, что есть у тебя в душе. Я говорю, мама, можно я скажу вот так, мол, казахский народ, вообще казахстанцы прошли через многие сложности. Но этих сложностей я сам не видел, но знаю по рассказам наших старших, бабушек, дедушек, теть, пап, мам, вот о том, что и это мы пройдем, и это пройдет. Так что, дорогие друзья, давайте сохранять соблюдать самые простые правила. Это сидеть дома, смотреть нас, слушать хорошую музыку. Слушать музыку. Вот. И я Музыка спасет мир. хотел бы, конечно, вы не подумайте, что мы не чувствуем и даже не слышим ваших аплодисментов. Вы аплодируете после каждой песни, мы будем Да, ощущать, мы- что вы нас поддерживаете. И давайте мы сейчас Я- поаплодируем Ринату Гайсину, который начал эту программу, имени которого сегодняшний вечер. Нет, нет, нет. Вот. И Не имени меня, это Не, все-таки ну, я так имени хочу сказать. Вот. Вот, Ринат Гайсин, я аплодирую вам. Батыржан Я думаю, Дузабеков. оператор тоже. Да. Вот, спасибо большое. Сегодня прозвучат очень много интересных Да, песен. мы сегодня сделали такую интересную универсальную программу, чтобы она была очень, как бы ближе, наверное, все-таки вам, потому что, Не повторялось. да, одно петь свои песни, это хорошо, конечно, когда ты поешь свои авторские песни, чтобы они были, чтобы о них услышал народ, но все-таки охота спеть еще и те песни, которые в душе у каждого человека, в мыслях и есть. Вот сегодня вот только что, допустим, прозвучала песня Шамшай Халдаякова. Хайдасан — это просто, это легендарная личность, легендарные песни, это великие песни, которые останутся в памяти навсегда. И одни из таких песен, которые мы сейчас вам споем, они, конечно, уже остались в памяти навсегда у всех и у каждого гражданина Республики Казахстан, и не только. Можно сказать, у половины нашей планеты, потому что эта группа была законодателем настоящей музыкальной моды. Эта группа была известна и сейчас до сих пор известна, ее знают очень, миллионы поклонников. И самое главное, что эта группа была рождена у нас. В Алма-Ате, в Казахстане, на нашей родной земле, на казахской земле. Это, наверное, тот момент, когда нам охота просто сказать спасибо нашим учителям, таким как Байгали Серкебаев, Батырхан Шукенов, Владимир Миклошич, Сагнай Абдулин, да, Баглан Садвакасов. Это те люди, которые, вот, можно сказать, дали нам этот багаж, который мы сейчас несем до сих пор. И вот буквально сегодня я своим друзьям отправил ссылку. На YouTube я увидел концерт 94 года группы «А-студио». Я сегодня своим друзьям и близким людям отправлял сегодня. И просто, знаете, посмотрев тот концерт 94 года, я стал до сих пор понимать, насколько великая музыка, насколько песни незабываемые, а главное, какое качество. Вот. То, что они актуальны Качество исполнения, да, и ты до сих пор актуальный. Группе А-студио, конечно, мы все относимся с уважением. Это просто монстры для нас, киты нашей музыки казахстанской. Но нам все-таки сейчас хотелось бы спеть эти песни, потому что буквально через 5 дней настанет 5 лет, как не стало нашего любимого, дорогого Батыра, Батырхан Шукенова.
нашего учителя, нашего брата, человека, который оставил огромный след в истории. Это был маяк, на который все смотрели сквозь море, сквозь горизонт, и который указывал настоящим музыкантам, которые любят свое дело, как нужно идти. Вправо, либо влево, вперед, либо назад. А самое главное, он так и останется для нас маяком, тем маяком, который будет всегда светить, всегда, всегда и всегда. И мы бы хотели бы это некое наше такое попурри посвятить памяти нашего любимого, дорогого Батырхана Шукенова. Как долго тебя я искал в этом мире добра и зла. Как долго я верил и что не сгорал дотла. И снова в ночи разжигал огонь, чтоб ты путь ко мне нашла. Но таяло пламя и снова чернела зола. И ветер в долинах кричал, в дубравах играл листвой. И в сердце забытом звучал, словно голос твой. Услышь поскорее мольбу мою, и нежности дай глоток. Спаси и помилуй, спаси и помилуй, мой Бог. Стань моей молитвой, стань моим дыханием, стань моей судьбой. Стань моей надеждой, стань моим желанием. Быть хочу с одной тобой. Представьте, что Батыр с нами. Давайте просто ему поаплодируем. Позолоченный свет твоей слезы горел в ночи. Обнимая меня, сказала ты: не уходи. Зная, что нет моей вины, я прошептал тебе: прости. Все пройдет, Все пройдет. не грусти, не грусти. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами темными, как всегда, у окна. Где-то нелюбимая ждет меня у окна вечерами темными, как всегда, у окна ждет меня. Послушай меня сегодня, хочу быть с тобой. Верни мне мою надежду и покой. Полнеба, полдня, полночи теперь у меня. Ты ушла и опять ни слова не сказала. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как не быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы навсегда нас с тобой разлучает. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как не быть, подскажи.
умираю. Помоги, помоги, это армия судьбы навсегда нас с тобой разлучает. Спасибо! Спасибо большое. Еще раз спасибо, Батер. Спасибо, А-студио, за такие прекрасные песни, за такие прекрасные мгновения, которые навсегда останутся в нашей памяти. Ну, уж, наверное, теперь ты. Конечно, приближается очень много величайших дат. В мае 9 числа, вы все знаете, мы празднуем весь Советский Союз бывший, все СНГ, наверное, весь мир, который адекватно понимает эту победу, все празднуют этот праздник. Вот. И хотели бы исполнить песню, называется она «В землянке». Вот. Да, знаете, насколько гениальных песен было написано в то время. Вот до сих пор слушаешь и понимаешь, какие тексты, какая музыка, какие мелодии. Огромное спасибо нашим дедам, огромное спасибо нашим героям, что не дали услышать эти пули, что не дали увидеть и понять эту боль. И только спустя очень многое время мы сейчас понимаем, насколько эта победа была важна для нашего народа. И Как сложно дана. как сложно она была дана. Огромное спасибо. Мы никогда не забудем о настоящих героях, которые стояли за свою родину. С праздником вас, дорогие ветераны. Дай вам Бог здоровья. К сожалению, из года в год их становится все меньше и меньше, но ваши имена всегда в нашей памяти. Всегда в памяти каждого, кто понимает, насколько это было страшно. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко-далеко, между нами леса и луга. Не дойти до тебя нелегко, замела все дороги пурга. Пой, гармоника, ветру назло, заплутавшие счастье зови. Стало в нашей землянке тепло от моей негасимой любви. Стало в нашей землянке тепло от моей негасимой любви. Я любовь, что душе, как моя, пронесу сквозь тоску и бои, чтобы увидеть, родная моя, несчастливые слезы твои. Песню радостной встречи поет, и гармоника будто в ответ, словно ты посылаешь привет, словно имя ты шепчешь мое, словно ты посылаешь привет, словно имя ты шепчешь мое.
Ничто не забыто, Никто не никто забыл. не забыт. Спасибо. Спасибо большое. Ну, Конечно, вот буквально накануне мы обсуждали, буквально 5 дней назад, какие мы песни будем петь, потому что очень много гостей выступало в этой программе, много спето было песен. да. После них выбрать, что осталось, очень сложно. И мы так кропотливым образом все это подбирали. И сразу мы вспомнили про такую прекрасную песню, которую написал гениальнейший композитор Талгат Сарыбаев. Вот. Хотим исполнить его песню «Гавань моей любви», но прежде Да. конкурс. Да. Я хочу пригласить сюда очаровательную нашу Айсулу под ваши аплодисменты, которые мы, кстати, ощущаем, да, дорогие друзья. Вот. Айсулу. Көп рахмет. Меня еще так никто не представлял. Сәлем достар. Тікелей эфирде күн сайын болатын байқауымыздың да уақыты жетті. Біз күн сайын орасан зор ультра қызметтер пакетін 3 ай тегін қолдануға 5 сертификаттың 30 ойынын өткізетінімізді еске саламыз. Шарттары оп-оңай. Қазақтелекомның YouTube арнамызға жазылу керек. Қазір қойылатын сұраққа дұрыс жауап беру. Жауаптар ертең 18:00-ге дейін қабылданады. Маңызды. Дұрыс жауапты осы лайв-чатқа емес, осы көрсетілімнің видео жазбасының астына пікір ретінде жазу керек. Видео ертең түске дейін арнамызға шығарылады. Дұрыс жауаптардың арасынан біз бағы жанған 5 адамды кездейсоқтандап, аты жөнін Телеком KZ Instagram парақшасының сторисінде розыгрышы ультра бөлімінде жариялаймыз. Енді сұрақ. Ультра қызметтер топтамасының жарнама ролигінде бейнеленген танымал революционер кім? Ультра қызметтер топтамасының жарнама ролигінде бейнеленген танымал революционер кім? Акция шарттары YouTube арнамыздың басқа бетінде басқа бір рет оқып алуға болады. Баршаға іске сәт. Ренат, пойдемте. У нас очень быстро проходит конкурс. А мы там уже за стол сели, кушать. Спасибо, Айсулу. Спасибо, Айсул. Так. Да. Вот прекрасная песня Талгата Сарыбаева «Гавань Нет, уже нет. моей любви». Подожди. Радость. У нас должен был сработать плейбэк. Радость случайных встреч, я теряюсь в этот миг, подавляя сердце крик в груди. Время велит забыть, только в памяти все больней возвращаются дни моей любви. Прошлое мне сердце словно дверь стучит, времени завесу приоткрыть. Стоит закрыть глаза, вновь я слышу всплеск волны, голос гавани моей любви. Видно, молод был я, чтобы понять, что потерять легче, чем найти опять. Видно, вместе быть нам не суждено, мне не дано вновь найти ту гавань. Встречи с тобой ищу, но твердит судьба в ответ, что назад теперь дороги нет. Пройдено полпути, слишком рано, чтоб забыть
Слишком поздно, что вновь так любить. Стужи последних лет не могу себе простить, что весну не удалось продлить. Ветер жизни не развеет чувств моих. Буду так же бережно хранить отзвук минувших дней, нежность музыки твоей, голос гавани моей любви. Видно, молод был я, чтобы понять, что потерять легче, чем найти опять. Видно, вместе быть нам не суждено, мне не дано вновь найти ту гавань. Встречи с тобой ищу, но твердит судьба в ответ, что назад теперь дороги нет. Такая прекрасная Спасибо. песня Талгата Сарыбаева. Мы тоже очень ценим его музыку. Он для нас тоже является очень дорогим учителем настоящей интеллектуальной музыки. Композитор прекрасных песен. На досуге послушайте эти прекрасные произведения. Ну, сейчас там маячок нам говорит о том, что нужно прочитать, зачитать вопросы от зрителей. Так, Это вот мои вопросы. давайте сделаем так. Да, я сейчас задам вопросы. Здесь есть вопросы и для меня, и для тебя. Первый вопрос тебе. Какой из конкурсов тебе запомнился больше всего, Батыр? Либо вообще вот какой-нибудь бывает вот, когда ты вот с самого детства поешь, и есть ли какой-нибудь момент в жизни, который тебе запомнился раз и навсегда на всю жизнь, когда ты был на большой сцене? Это как наш наставник, мой продюсер группы Dead Jiggets, Байгали Серкибаев, говорит на программах, когда им задают вопросы в студию, говорит: расскажите, пожалуйста, вот какие-то запоминающиеся моменты в вашей жизни. И он говорит, сразу начинаешь искать. И ничего в голову не приходит, так же, как и с песнями, когда говорят: ну-ка, Батыр, спой что-нибудь. И тысячи песен, которых ты поешь, они сразу куда-то убегают в этот момент. Вот. И сейчас вспомнить, наверное, все-таки это «Новая волна», потому что это был такой большой конкурс с таким большим просмотром, с большим таким зрительским охватом. И мы с пацанами из группы The Jiggets, Равиль, Алишер, нас карантин с вами разбросал, но я думаю, что встреча близка. Сейчас я буду отдуваться до вас. Мало кто, наверное, знает, а может быть и знают, молодежь, что в 2011 году был такой проект «Фабрика звезд», где мы с Байгали Ремековичем Серкибаевым вместе были в качестве наставников ребят. И с этой «Фабрики звезд», именно с этого проекта, вышло очень много имен. Очень много сегодняшних имен, которые спустя несколько лет стали известны в нашей стране, не только в нашей стране. Группа Jiggets, Алишер, Батыр, Равиль, Алео Капов, Назима, Ален Самыкенов. Вот, очень много достойных ребят. Самое главное, что в нашей истории это навсегда останется в памяти, потому что мы почувствовали этот дух настоящей музыки, дух рвения к победе. Еще раз спасибо, Батыр, что ты сегодня со мной, Спасибо вам. с нами, со всеми. Вот. Ну и здесь вопрос ко мне. Со скольки лет вы стали заниматься музыкой? Вопрос очень простой, но в то же время будет очень короткий и простой ответ.
Меня дедушка отдал в музыкальную школу в 5 лет. А в 3 года я стал играть песню «Дударай» на фортепиано, причем в ре-мажоре. Да, это, конечно, было для меня... Я вот только потом стал осознавать, что все-таки воспитание старших, мои бабушки и дедушки, очень многое дали для меня. И благодаря вот моим родителям и старшему поколению я поверил в себя и поверил в то, что я стану музыкантом. Ну, давайте продолжим. У нас песня. Можно я представлю Хорошо. эту песню? Эта песня мне запала еще в студенческие мои годы. Я так говорю, как будто это было давно, 30 лет назад. Вот. Эта песня оказалась Рената Гайсина. Ее исполняла моя близкая подруга, исполняет Жадыра Кутпанова, солистка группы Daus International. Песня называется «Мама». И она мне очень сильно запала в душу, вот, когда она ее исполнила. Вот. И сейчас она сама стала мамой. Вот. Эта песня посвящается тебе и всем нашим прекрасным мамам, которым я хочу пожелать здоровья, и чтобы они всегда были с нами, вдохновляли нас. Вы тоже являетесь большим маяком в нашей жизни. Все наши успехи, все наши победы, все наши старания мы всегда адресуем вам. У меня лично так. Хочу передать моей маме привет. Она сейчас на службе. Мы ее не видели месяц. Я думаю, что ты смотришь, мам. Держись. Скоро мы все увидимся. Посвящение нашим мамам, біздің ардақты аналарымызға арнаймыз. Айналайын анашым, күнімде сенсің, гүлімде сенсің, үнімде сенсің. Айналайын анашым, санамда сенсің, банамда сенсің. Көздерің шамдай, сөздерің балдай. Мама, анашым, өркенімде сен, ертегімде сен, көркемімде сен. Мама, анашым, жанашығым сен, жанасылым сен, ән асылым сен, қасымдамын мен. Айналайын анашым, жүрсем де шалғай, бір сен деп самғай, ұшамын талмай. Айналайын анашым, тірегім ана, бір өзің ғана. Әлі күн мама, сәбимін саған. Мама, анашым, жанасылым сен, ертегімде сен, көркемімде сен. Мама, анашым, жанашығым сен, жанасылым сен, ән асылым сен, қасымдамын мен.
очень волнуемся, когда поем о Спасибо. мамах, потому что мама — это самое сокровенное на свете, самое дорогое, что есть у нас. Рахмет, Вот так. Рахмет сізге. Баток. Рахмет, рахмет. Батыржана мы всегда так ласково называем Баток, сокращенно, потому что он на самом деле такой, как Баток. Спасибо, дорогой. Сіздердің алдыңызда Батыржан Тазабеков. Рахмет көп, Батыржан. Спасибо огромное. Наш эфир продолжается. Я не хочу, чтобы он был скучный. И мне на самом деле очень волнительное такое сейчас чувство, потому что, понимаешь, когда играешь разные песни, которые давно уже не играл, на самом деле я почти не готовился к этому эфиру, потому что понимал, что все-таки экспромт — это лучше всего. Когда ты берешь инструмент, просто музицируешь, как тебе, как вот хочет душа. Но сейчас хотел сказать на сцену нашей уютненькой студии хотел бы пригласить лауреата международных конкурсов, великолепную певицу, человека, который с 5 лет на сцене. Вот. Это певица, которая в истории Казахстана в первый раз за историю конкурса «Новая волна» заняла высокое призовое первое место. В нашей студии добро пожаловать, Диная. Добрый вечер, Дина. Я буду обращаться к тебе по имени, потому что Диная — это все-таки больше как такой никнейм, сценический псевдоним, но для нас ты всегда останешься Диной. Добрый вечер, страна, добрый вечер, Казахстан, и не только Казахстан. Я знаю, мониторила, слушала моих коллег, их концерты, и знаю, что смотрят не только наш родной Казахстан, но и Россия. И у меня куча родственников из России сегодня звонили, говорили, что будут смотреть. Maybe here a lot of people from another countries, you're welcome. Hello, everybody! И начинаем мы с песни. Я хочу начать все-таки, наверное, с авторской песни, потому что я такая немножко принципиальный такой человек. Если есть что-то свое и написано, так не побоюсь этого слова, гениальным великим Не композитором надо говорить, Маринатом. я совсем не гениальный, не великий. Он очень Я не люблю такой этих слов. стеснительный, так скажем. Но эта песня, она очень близка мне. Я помню, как я получила демку, запись. Демка — это демозапись, да. Да, Для демозапись. тех, кто мало знает об этом. И Ренат сказал, что эта песня все-таки для мужского вокала, что и слова такие. Ну, в общем, приходилось как змейка юлить, просить, вымолила. И теперь гордо могу сказать, что это моя песня. Уматпайм. ертегіде елес күнім есенге де емес бүгін сен адаспай өз бақыты тапты деп естідім мен тілекшім таңда күлсе арманыңды жалға білсе ал сен маған өкпеліме ұмыта алмай жүрсем ұмытпаймын мөлдір көздерімді ұмытпа сол бір кездерімді ұмытпаймын ұмытсаң да сен мені ұмытпаймын сүйдім дегеніңді ұмытпа күйдіргенде мұңды ұмытпаймын мен сені
есіммен жазылып тұр жүрегімде. Мен де сені сағынбайды ешкім бұл өмірде. О, мен алыста жүріп сенен үнсіз ғана сүйіп келем. Ал сен маған айта көрме сөз соңы деген. Ұмытпаймын мөлдір көздеріңді, ұмытпаймын сол бір кездеріңді, ұмытпаймын. Ұмытпаймын, ұмытсаң да сен мені. Ұмытпаймын сүйдім дегеніңді, ұмытпаймын күйдіргенде мұңды, ұмытпаймын. Ұмытпаймын, ұмытпаймын мен сені. Жоқ ұмытпаймын. Ұмытпаймын мөлдір көздерімді, ұмытпаймын сол бір кездерімді, ұмытпаймын. Ұмытпаймын, ұмытсаң да сен мені. Ұмытпаймын сүйдім дегеніңді, ұмытпаймын күйдіргенде мұңды, ұмытпаймын. Ұмытпаймын, ұмытпаймын мен сені. Спасибо. Я прям, я не буду говорить, что я знаю, но я чувствую ваши аплодисменты. Смотрите, я как вышла на сцену, Ренат, с маской. Но, по крайней мере, вы знаете, что мы все придерживаемся простых правил гигиены. И хочется сейчас сказать огромное спасибо врачам, которые находятся сутками на своей работе в больницах, в поликлиниках и помогают нам. Фу, я начинаю нервничать. Шынында қазіргі жағдайда өте бір қиын жағдайда біздің дәрігерлерімізге, абзал жандарымызға, полиция қызметкерлеріңізге алғысымызды білдіреміз. Өйткені олар түнімен күнімен жұмыста, түнімен күнімен бізді ойлап жүрген. Енді Алла қаласа осы карантиніміз бітсін, жақсы күндер көп болсын. Қазір келесі ән, ол да бір ерекше ән. Ну, Дина, наверное, расскажет про эту песню, да? Песня называется «Аллилуйя». Ну, это, наверное, как молитва. И этой песней хочется просто помолиться за всех во всем мире, потому что мы все, не только наша страна и близлежащие страны, то есть весь мир переживает эту ситуацию, поэтому мы в любом случае ничего с вами не можем сделать. Поэтому давайте просто будем находиться дома, в кругу своих близких, и я уверена, что все будет хорошо. There was a secret chord that David played to the plea the Lord, but you don't really care for music, do you? But it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the powerful king composing Hallelujah, 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 hallelujah. Your face was strong, but you needed proof. You saw your bad thing on the roof. Your beauty
Maybe that's a kind of path, but all I ever learned from life is how to choose somebody who are true. Yeah. It's not a cry that you hear tonight. It's not someone who's seen the light. It's a calm and it's a broken. Волнительный момент, конечно. Очень. Я всегда вот эту... Я ее играл, эту песню, несколько раз, но всегда как-то вот с осторожностью подхожу к этому материалу, потому что такие хиты, и так прям боязно где-то ошибиться. Но песня, конечно, гениальная. Ну что, сейчас мы споем уже мою песню. Она, я всегда говорю всем, и не только я думаю, что любой творческий человек, который пишет музыку, он думает о любви, и каждое произведение его посвящено любви. Песня называется «Просто люблю». Вечной любовью пылает закат, только тебя сберегу. Вечером долгим о счастье мечтать я без тебя не могу. Вечной любовью пылает закат, сердце согреет тобой. За руки будем друг друга держать наедине с тишиной. Так высоко луна, небо благодарю. Не объяснить, почему я твоя, просто люблю. Так высоко луна, я каждый миг в раю. Не объяснить, почему я твоя, просто люблю. Вечной любовью пылает закат, глади коснулся земной. Сердце пылает, а мысли молчат, если ты рядом со мной. Так высоко луна, небо благодарю. Не объяснить, почему я твоя, просто люблю. Так высоко луна, я каждый миг в раю. Не рассказать, почему я твоя, просто люблю. Как высоко луна, небо благодарю. Не объяснить, почему я твоя, просто люблю. Но так высоко луна, я каждый миг в раю. Не рассказать, почему ты моя, просто люблю.
Любите друг друга, берите за руки, цените друг друга и просто будьте самим собой. Вечной любови вам, уважаемые наши друзья. Ну а сейчас Следующая песня — это тоже мировой хит. Я хотела, вот у меня всегда спрашивают в Инстаграме, на каких-то интервью, на кого я хочу быть похожей или кто мне из мировых звезд больше всего нравится. Я скажу так, что нет, не хочется быть на кого-то похожей, хочется быть, конечно, индивидуальной, чтобы человек ехал по дороге, слушал радио и, не зная песню, только по голосу, по тембру голоса он мог понять, что это, допустим, я. Ну, это, наверное, все-таки мечта любого артиста, неважно, начинающий он, не начинающий. И вот я хочу сказать, что я была один раз на большом концерте, оркестровый был концерт такой Игоря Крутого, и там выступала Лара Фабиан. Я вам скажу, что мне всегда импонировал этот артист тем, что вот нет каких-то пафосных какой-то одежды, минимум мейкапа, да, нету каких-то вокруг танцоров. Вот просто она, и ощущение, что она такая большая на этой сцене. И когда она запела, вы знаете, весь зал просто встал. Просто встал, и я сама не поняла, почему она забыла текст песни, не забыла текст песни, ничего не было понятно, просто была импровизация, но просто такие были бешеные овации. Тогда я сказала, что вот так надо выйти, просто без каких-то пышных платьев, без ничего, и просто петь от души, чтобы мороз был по коже. Вот это моя мечта. И я рискну, я попробую спеть одну из ее песен. D'accord, elle existait d'autres façons de s'écouter. Quelques éclats de rêve auraient porté pour nos idées dans ces silences sommeils. J'ai décidé de pardonner les yeux rouges qu'on peut faire à trop sommeil. De couleur et toute fille, il va se réclamer. Plus que comment mais tu m'emportais, m'y protégeais. Je t'ai volé si ça, qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mon rêve, je vais crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme un assassin de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un roi que je ne suis pas. Tu vas, je t'aime comme ça. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y así ya no puedo verte, porque desmedí verte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue una visión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me prendaba, el amor a la pasión. Es la historia de mi amor, como no hubo otro igual. Como hice
comprender todo el bien, todo el mal, politigadas vida, apagándola después. Ay, qué vida tan obscura, sin ti amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí por amor. Y en tus besos yo encontraba el calor que me prendaba, el amor, la pasión. Es la historia de mi amor, como no a otro el cual, como hice comprender todo el bien, todo el mal, cuál diga las vida, apagándola después. Ay, qué vida tan obscura, sin ti amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí por ambición. Y en tus besos yo encontraba el calor que me prendaba, el amor, la pasión. Да. И, кстати, история этой песни тоже очень интересная. История необыкновенная, потому что это была одна из немногих песен, написанная композитором Карлосом Альваресом в далекие 30-е, 40-е годы в Южной Америке. И из многих его песен только эта песня стала самой знаменитой. Как, впрочем, и бывает это в истории любой страны, музыки. Когда-то и знаменитая Веласкес написала «Бесова Мучо», и это оказалось единственным ее хитом, который прозвучал на весь мир. Нам бы такие хиты написать, которые бы остались бы в истории. Я думаю, что это мечта любого артиста, музыканта. Остаться хоть немного в истории народа. Лично для меня, если бы я оставался в истории своего народа, то другого счастья для меня уж точно не нужно. Рахмет, Аргарай. Тут такой маячок, надо вопросы, оказывается, ответить. Здесь у нас вопросы. Да, вопрос, Дина, для тебя был очень простой по поводу твоего детства. Как, в принципе, он такой был. Аналогичный вопрос, который был поставлен мне. А мне вот интересно спросить у тебя, почему ты выбрала музыку и кто на это повлиял? То есть ты сама все-таки захотела стать музыкантом, певицей? Или все-таки был какой-то вот человек, либо персона, который вот повлиял на твое будущее? Ну, я, конечно, то время не помню, когда мне было лет 5-4. Это все из рассказов все-таки, наверное, мамы и папы, из рассказов родственников. Я не смотрела ни мультики, не читала ни сказки, не играла в куклы. Постоянно смотрела такие передачи, как песня
песня 90, там песня 91. И моей на то время любимой певицей была Азиза с ее хитом «Милый мой, твоя улыбка». И вот я брала скакалку, и куплеты я не знала и пела припевы, пока мне просто не скажут «стоп». Еще была очень моя любимая песня на тот момент, это папа всегда ее мне пел, и когда собирались гости, мы пели песню о маме «Шечерсем сагнаром». В общем, это было моим желанием все-таки петь, и моим желанием петь, и я пошла в студию детского творчества «Радуга», и родители поддержали меня, и я пела в группе, популярной на то время «Тенериф». Эта группа объездила, мне кажется, всю Европу, участвовала в каких только возможных международных конкурсах. Благодаря этой группе, наверное, все-таки получила эту премию «Дарын». Это была первая премия в 2002 году. И родители меня поддерживали. Единственное, конечно, они сказали, что нужно... Певица — это хорошо, но умная певица — это еще круче. Поэтому я на какой-то период времени ушла со сцены, начала увлекаться дипломатией, проработала по профессии, но сцена все-таки манит. Когда ты один раз уже ощущаешь эту энергию зрителей, аплодисменты, этого действительно не хватает. Поэтому это было моим желанием, и я благодарна, что у меня есть гены, который прадед или прапрапрапрадед, который пел, и у него была такая же тремоляция в голосе, как у меня она есть, то бишь это вибрато. Поэтому спасибо генам, спасибо маме, папе. Спасибо, Дин. Получается, все-таки душа захотела, душа полилась, и как обычно, знаешь. Мне тоже такие часто вопросы задают, а кто повлиял на ваше там творчество, там, или кто повлиял на ваше будущее? Я всегда говорю так, конечно, душа. Захотела душа, вот она и повлияла на все это. Вопрос мне. Какие инструментальные произведения вам нравятся? Самое запоминающее мое музыкальное произведение, мои друзья знают. Вот то, что осталось с детства, это два произведения. Одно звучит вот так. Из фильма «Игрушка». Вот. И в детстве я еще слушал, был такой фильм «Возвращение Будула», если помните, даже не помню, кто был режиссером, но гениальный фильм. Вот. И там была знаменитая мелодия, которая до сих пор у меня вот в памяти. Ну и так далее. Конечно, инструментальная музыка для меня она всегда очень вот дорога, потому что я вырос на инструментальной музыке, на музыке инструменталистов. Поэтому, все, что стало с детства, это, конечно, музыка из мультфильмов, музыка из всевозможных кинофильмов. Поэтому вот такая вот у меня была, наверное, судьба. Я не понимаю, что происходит в эфире. Нам показывают какие-то бумаги, знаки. Да, и это нормальная вещь, поэтому я прошу прощения, что у нас некие такие заминочки происходят, потому что прямой эфир есть прямой эфир. Вот. Что еще? Конечно, сейчас охота еще раз сказать огромное спасибо Министерству культуры и спорта. Охота огромное спасибо сказать компании «Казахконцерт», компании «Казахтелеком» за эту поддержку, за эту идею, очень крутую, где мы можем просто побыть с вами, вместе с вами и подарить вам наше творчество. Я так понимаю, сегодня я буду ведущим этого концерта, потому что Дин очень мало говорит. Песня
знаменитого Естая. Я понимаю Дину, потому что она волнуется. Все-таки петь — это не играть. Хотя, может быть, и наоборот бывает иногда. Я тоже, на самом деле, очень волнуюсь, потому что прямые концерты в таком режиме очень сложно, конечно, давать. Ұлы Естайдың әні «Құсни қорлан». Bir kız var maraldıda korluğayı tabiat bergen eken gün men ayı muratқа sevген жан бәрі жеткен дариға арманы көп не қылайын құсни қорлан екеуі туған екен бір анадан жігіттің арманы жоқ сүйгенді алған сұрасан қыздың атын қорлайын мағұрып қолға берді күн мен айын әуелдер жазбағасын болмайды екен мақсатқа жете алмадым не қылайын құсни қорлан екеуі туған екен бір анадан арман құсни қорлан екеуі туған екен бір анадан жігіттің арманы жоқ сүйгенді алған Мне кажется, я привыкаю петь просто в красную точку. Не знаю, хорошо это или плохо. А следующая песня одна из моих любимых, и я не позволю ее представлять никому, потому что я уже о ней не раз говорила. Эту песню была спета уже самим автором этой песни Ринатом Гайсиным, и с его разрешения я попробовала сделать кавер-версию, то бишь перепеть эту песню, сделать интерпретацию, дать ей новую жизнь. Вот. И песня о нашем любимом городе. И я считаю, что кто бы ни приезжал в Алмату, сколько бы ни приезжал, все равно хочется сюда вернуться, потому что он настолько теплый, он такой душевный. И, не знаю, я так скучаю вот по нашим вот этим улицам. Я скучаю по социуму, мне не так этого не хватает. И пусть у всех будет хорошо. Берегите друг друга, будьте дома, поддерживайте своих родных и близких, и все будет хорошо.
Стрелки часов кружат и кружат теплые дни, сменятся стужей и перемен. Времени года не избежать. Только с тобой можно согреться, не изменив времени сердца. Только с тобой можно не думать, что-то менять. Я люблю, люблю, люблю его, и больше мне не нужно ничего. А в Алмате 2:30 и улетают птицы. Я люблю, люблю, люблю его, и жизнь моя забытое кино. А в Алмате 2:30 и улетают птицы куда-то далеко. Строки слова, нити мелодий, их для тебя сердце находит, и о тебе капелькой ноты в песне звучат. Будь вдвоем целую вечность наша любовь, знак бесконечность. Только с тобой можно не думать, что-то менять. А я люблю, люблю, люблю его, и больше мне не нужно ничего. А в Алмате 2:30 и улетают птицы. А я люблю, люблю, люблю его, и жизнь моя забытое кино. А в Алмате 2:30 и улетают птицы куда-то далеко. А я люблю, люблю, люблю его, и больше мне не нужно ничего. А в Алмате 2:30 и улетают птицы. А я люблю, люблю, люблю его, и жизнь моя не снятое кино. А в Алмате 2:30 и улетают птицы куда-то далеко. Спасибо большое. Рахмет көп-көп. Я думаю, что, не знаю, почему-то первый раз у меня за все время такое волнение. Ой, мне тут еще, оказывается, есть времечко. Я хочу воспользоваться моментом и поздравить с днем рождения свою любимую тетю Тома, которая смотрит сейчас тоже на карантине, совсем одна, потому что нельзя приглашать гостей, тоже соблюдать, она находится в России. Я
Хочу пожелать вам всего самого хорошего, яркого, что есть в этой жизни. И самое главное, крепкого вам здоровья. Здоровья вам, вашим близким, вашим окружающим, чтобы всегда рядом с вами были только искренние люди. Я вас люблю, и как только будет возможно, как только откроются все границы, я буду у вас. Да, очень много таких событий. У кого-то день рождения, а у кого-то буквально вчера родился внук у одного моего друга. Я его тоже хочу поздравить. Очень круто, что мы растем, и наша страна становится все больше и больше. Знаете, такой лирический вечер, для кого-то он, наверное, оказался таким немного томным, немного скучноватым, возможно. Но лирика — это не скука. Лирика — это состояние. К сожалению, я не могу сейчас петь какие-то быстрые песни, какие-то веселые песни, какие-то такие, знаете, вот, песни, которые, возможно, поднимут настроение, но я думаю, что музыка, она и есть музыка, чтобы задуматься. И сегодняшний вечер как раз был посвящен этой музыке, чтобы люди просто послушали и подумали. Следующая песня — песня нашего брата, песня мало, может быть, кому-то знакомая. Песня Баглана Садвакасова, которую я очень часто пою сам, когда охота вот что-то вспомнить из песен прошлых лет группы А-студио. Песня называется «Лето в слезах». Я не забуду глаза твои, в них два неба, в две синевы. Я не забуду слова твои, в них звук моря, песни травы. Лето в слезах видится мне, крик в тишине, тень улыбки на твоем лице. Я не забуду мерцание звезд, приближение новой зари. Я не забуду счастливых слез и смятения нашей любви. Лето в слезах, крик в тишине, видится мне. Тень улыбки на твоем лице, тень улыбки на твоем лице. Лето в слезах, крик в тишине, видится мне. Тень улыбки на твоем лице, лето в слезах, крик в тишине, видится мне. Тень улыбки на твоем лице, тень улыбки на твоем лице. Вот такая вот красивая
Песня. Памяти нашего друга Баглана Садвакасова. Она прозвучала. Песня настоящей любви. Енді біз не дейміз басқа? Қазіргі кез ол қиын кез. Тағы да сақтанайық, бір-бірімізді қадірлейік, үйде отырайық, тазалық сақтайық. Бұл кезде бәріміздің да ойлайтын бір аман есен болайық. Бәрімізге Алланың нұры жаусын. Осы ертең келе жатқан ораза айы қабыл болсын. Рамазан айы қабыл болсын. Барша қазақстандықтарға тек амандық пен саулық, денсаулық пен барлық, еседік пен байлық тілеймін. Өз атымнан, біздің атымыздан тағы да мүмкіндік болса Қазақстанның мәдениет және спорт министрлігіне әсіресе Райымқұлова Ақтоты Рахметоллақызына алғысымызды білдіреміз. Осындай жоба үшін, осындай идея үшін өте керек зат қазіргі кезде. Одан кейін әрине Қазақтелеком компаниясына және Қазақконцерт компаниясына үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Енді осы біздің концерттің соңы келіп қалған сияқты, өйткені уақытта тығыз болып тұр. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас демекші, туған жер туралы өзімнің әнім, туған жерім, туған елім. Асқарлы қарлышым, аялы ғана құсым, туған жер армысың, саған мың алғысым. Туған жер тілегім, сенде өстің тілегім, өзінде үнемі соғады жүрегім. Туған жерім, туған елім, ардақтағаным айбыным, арманымсың арман, туған елім. Асқар белім, шалқар көлім, құшағын жайған айдыным, мәңгілікке пана өзің ғана. Много слов сказано, сколько песен сложено, из стихов искренних на разных языках. А с тебя ветреный, снегом запорошенный, а тебе вечная, цветущая земля. Туған елім, ардақтағаным айдыным, арманымсың арман, туған елім. Шалқар көлім, Асқар көлім, құшағын жайған айдыным, мәңгілікке пана өзің ғана. Ардақтағаным айдыным, арманымсың арман, туған елім. Асқар белім, шалқар көлім, құшағын жайған айдыным, мәңгілікке пана өзің ғана.
өзің ғана. Туған жеріміз, туған еліміз, Қазақстанымыз, туған өлкеміз аман болсын.